В регионах Северного Кавказа число ребят, желающих пойти на военную службу по контрактным условиям, значительно возросло. В сравнении с прошлым годом рост показателей составил 20%. Серьезной мотивацией для такой динамики стал высокий уровень социального обеспечения военнослужащих, перспектива получения образования в вузах Минобороны России, профессионального и карьерного роста. Довели мы в будущем военнослужащим, я надеюсь, которые пойдут служить, что у них есть возможность служить по контракту вместо года срочной по призыву. Они могут пойти служить военной службе по контракту, могут заключить контракт на 2 года. Это большой плюс, но тут ограничение заключается в том, что у данных граждан должно быть либо среднепрофессиональное образование, либо обязательно высшее образование. То есть они имеют право с 2015 года заключить контракт на 2 года вместо контракта на год по призывной службе. Государство делает все для того, чтобы людей, граждан молодого возраста шло на контракт больше. И с каждым годом и с каждым месяцем они увеличиваются. В данном случае вот эти надбавки, они тоже значительно, конечно, способствуют тому, чтобы шли служить по контракту. С 1 сентября вступили в силу некоторые изменения в законе, объясняет будущим военным. В частности, речь идет о повышении заработной платы и некоторых льготах для контрактников, ставших причиной возросшей популярности контрактной службы. С 1 сентября произошла индексация, значительно повысили денежные оклады военнослужащих, которые проходят военную службу по 1-4 тарифным разрядам. Также с 1 октября повышается денежное довольствие тех военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту на должностях водителей. Повышается оно в районе 30% от денежного оклада. Это существенные надбавки для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Такого еще не было. Военная служба по контракту – особый вид федеральной госслужбы в вооруженных силах России. Это всегда добровольный выбор тех, кто проникся обязательной службой в армии и в дальнейшем желает реализовать себя именно на военном поприще в течение оговоренных в контракте сроков. Отбор идет серьезный. Все кандидаты проходят проверку состояния здоровья, физической подготовки и профессионально-психологических качеств. Именно контрактная служба, она сегодня дает какие-то плюсы, и значительные плюсы. Что касается отправки на контрактную службу с Республики Ингушетия, то мы одни из лучших на Северном Кавказе, выполняем свой наряд, даже его перевыполняем. Конечно, поэтому хотелось бы, чтобы независимо это, чтобы все равно ребята приходили, обращались. Мы тут как раз хорошие у нас отношения с пунктом отбора граждан на контрактную службу в Владикавказе. Мы уже здесь на своем уровне отбираем и уже отправляем туда, во Владикавказ. Но, как показывает практика, проблем нету. Здоровье, физические данные и тесты. Вот 3 позиции, которые они должны себя показать. Минобороны России предлагает широкий перечень специальностей и воинских должностей. Каждый из поступающих на службу может выбрать вариант, отвечающий его профессиональным ориентирам и уровню образования. Светлана Томова, Шахризада Тамасханова. Новости 24.